Альхамдулилля. Хвала Аллаху, который дал нам иман, дал нам ислам, дал нам Коран, отправил к нам Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, оживил нас после того, как умертвил, вернул нам наши души и дал нам позволение на то, чтобы Его поминать. Дал нам здоровье, благополучие, жизненных сил на то, чтобы собраться в доме Аллаха Субхану Тааля. Сегодня пятница, лучший из дней, когда восходит солнце. В этот день был создан наш отец Адам, алейхиссалям, был введен в этот рай и был выведен из рая. И судный день тоже начнется в пятницу. Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама саллайта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамиду маджид. Аллахумма барик аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима, иннака хамидум маджид. В этот день желательно чаще больше читать салаваты пророку, алейхиссалату вассалям. Также в этот день желательно читать суру Кахф, следуя этой сунне пророка, алейхиссалям. Вспомним несколько аятов из этой суры. Аллах сказал: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, ам хасибта анна асхабал кахфи вар раким кану мин аятина аджаба. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Сура Кахф, 9 аят, 18 сура, 9 аят. Аллах говорит: «Ам хасибта, неужели ты считаешь, анна асхаб аль-Кахф, то, что люди пещеры, вар раким и ракима». Ну, раким, что здесь есть разногласия. Некоторые говорят, что это есть местность, где они жили. Другие говорят, раким — это дощечка, на котором было написано их имена, их история. Неужели ты думаешь, что жители, то есть, что люди пещеры и ракима были нашими удивительнейшими знамениями? Конечно, нет. Вокруг вас, вокруг нас очень много знамений, и даже в нас самих много знамений. Но часто люди проходят беспечно, невнимательно, ничего этого не замечают, не делают для себя выводы, не берут для себя уроки, к сожалению. И Коран нас постоянно побуждает к тому, чтобы мы видели эти знамения. День, ночь, смена дня и ночи, творение человека, наступление осени. Кто-то родился, кто-то умер, дождь пошел, снег пошел и так далее. Во всем этом есть знамения. Птица пролетела, машина проехала. Очень много знамений. И поэтому асхаб аль-Кахф, люди пещеры, это не единственное и не самое удивительное знамение Аллаха Субхану Тааля. Но раз они тебя спрашивают, о Мухаммад, алейхиссалям, тогда знай, что с ними произошло. «Из ауаль фитья», и вот прибегли юноши иляль Кахф к пещере. «Факалу», и сказали: «Раббуна», наш хозяин, наш господин, Раббана, точнее не Раббуна, Раббана, о наш господин, атина милладунка, дай нам от тебя рахматан, милость, вахайи лана мин амрина, и устрой, для нас в наших делах рашада прямой
путь, прямую дорогу. Ну, история этих юношей, она описывается и в хадисах тоже, о том, что был некий правитель, объявивший себя Богом, астагфируллах, объявивший, что ему только надо служить его законам, следовать и Бога забыть, Аллаха забыть. А эти юноши сказали: нет, мы не будем так себя вести. И они убежали и спрятались в пещере и делали вот это дуа. «Раббана атина мин ладунка рахматан ва хаййи лана мин амрина рашада». Аллах, дай нам от Тебя милость и устрой в наших делах облегчение, устрой в наших делах такое положение, чтобы мы шли прямой дорогой. «Фадарабна аля аданихим», и мы ударили им по ушам. Если буквально перевести, мы ударили им по ушам, но здесь имеется в виду, что мы их усыпили. И в этом аяте есть знамение, тоже в этом аяте есть большой смысл о том, что между сном и слухом большая связь. Особенно бывает, некоторые люди очень чувствительные, когда шум, гам или даже писк небольшой комара не могут заснуть. Или просыпаются из-за маленького шоруха. Что делать в таком случае, чтобы спокойно спать? Какие рекомендации дадим? Затычки. Уши затычки поставить. Не можно этот аят прочитать вот так на руки себе. «Фадарабна аля аданихим фил кахфи синина адада», и поставить на уши. И будешь спать. Проверено на опыте. Да. Ну, кому этого не хватает, можно и затычки, да, тоже закрыть. 11 аят суры Кахф. «Фадарабна аля аданихим», мы усыпили их. «Фил кахфи», в пещере, «синина адада», многое, долгое количество лет. «Сумма ба'атнахум», и затем воскресили их, или пробудили их ото сна. «Лина'ляма», чтобы знать, или чтобы люди знали, «Айюль хизбайни ахса лима лабитhu амада», какая партия больше будет, лучше будет знать, сколько они проспали. У людей были, когда они уже проснулись, были разногласия в плане того, что есть судный день или нет судного дня, будет воскрешение, не будет воскрешения. И Аллах им вот такой реальный пример показал, что, оказывается, человек может заснуть и на 300 лет и проснуться. И они потом спорили, сколько они спали, сколько их было и так далее. Но суть не в этом, сколько спали или сколько не спали. Суть в том, что мы даже вот эти 5-6 часов, которые спим, это тоже маут, это тоже смерть. Если посмотреть на своих детей, жен, родственников, когда спят, как покойники спят, да? Душа во время сна уходит от человека. И потом, если Аллах пожелает, вернется, если не пожелает. И таких примеров много, когда люди не просыпаются. Вот, и поэтому Расулуллах, алейхиссалям, перед сном, после сна говорил: «Бисмика Аллахума амуту ахья ва илейка нушур». Именем Твоим, Аллах, я умираю, и именем Твоим я, Аллах, оживаю. Ва илейка нушур, и к Тебе собрание наше. Вот, поэтому об этом надо помнить, что смерть — это истина. И Аллах говорит в Коране: «Куллю нафсин даикатуль маут». Каждая душа вкушает смерть. Каждый день мы вкушаем ее. Каждый день просыпаемся, засыпаем. Это вкушение смерти. «Нахну накуссу алейка набахум бильхак». Мы тебе расскажем их историю, опираясь на истину. Эта история была записана и в прежних книгах тоже. «Иннахум фитья» — это молодые люди, «аману би раббихим», которые поверили в своего Господа, «вазиднахум худа», и мы приумножили в них их приверженность истинному пути. Есть общее правило
высказанное тоже Мухаммадом, саллаллаху алейхи, посланником Аллаха. И оно было высказано Аллахом, и Мухаммад, саллаллаху алейхи, его передал. Аллах говорит: «Ман иктараба иляя шибран, иктарабту лаху зираа. Ман иктараба иляя зираан, иктарабту лаху баа». Кто приблизится ко мне на 5, я приближусь на локоть. Кто приблизится на локоть, я приближусь на метр. Кто приблизится на метр, буду идти пешком. Кто будет идти пешком, буду бежать. Кто будет бежать, я буду идти к нему как ветер. То есть с нашей стороны должна быть маломальская инициатива, маломальское движение, маломальское стремление к Аллаху Джалля Джалялю, и Он сам будет нам помогать. И мы об этом говорим, слышим: «Ля хауля ва ля куввата илля билля». И даже когда азан читает, тоже говорим: «Ля хауля ва ля куввата илля билля». Муазин нас зовет: спешите на намаз, спешите на спасение. А мы говорим: нету силы, нету мощи ни у кого, в том числе у нас с вами, если не будет поддержки Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому мы должны верить, что все происходит по воле Аллаха, по поддержке Аллаха, по милости Аллаха. И от себя просто делать маленькие-маленькие причины и знать, что результат дает Аллах Субханаху ва Тааля. Все, делаем дуа теперь. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям на расулилля. Раббана атина мин ладунка рахматан ва хаййи лана мин амрина рашада. Раббана атина мин ладунка рахматан ва хаййи лана мин амрина рашада. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.